мы же, может, сразу. Да, сразу. Да. Как вы хотите красиво. Гости примечательности. Да. Спасибо большое. Ну, мне очень нравится, атмосфера есть. Вот эти рисунки, которые вы видите на стенах, сделаны очень красиво, талантливо и человеком, который явно видит романтический образ в нашем клубе. Сочетание русского леса, волков с горящими от восторга золотыми глазами. Добрый вечер, в эфире программа «Якутия Лайф», и я Ирина Ефимова. Я сейчас нахожусь в мотоцентре «Ночных волков» Якутска, и сегодня здесь президент Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Золдостанов по прозвищу «Хирург», который приехал на фестиваль «Мусу Стар», если я не ошибаюсь. Ну, я приехал прежде всего в гости к «Ночным волкам», это, к которому уже давно собирался. Я понимал, что мой первый приезд сюда, ну, он будет, наверное, каким-то особенным. Все первое самое лучшее, знаете. Первый мотоцикл, не знаю, первая любовь. Какой у вас был первый мотоцикл, кстати? Ява. Первая драка, первый приезд в Якутию. Всегда первое будет всегда самое сильное. Понимаете, Якутия тоже какой-то такой край земли. Понимаете, что-то такое загадочное и сияющее. Далеко-далеко за горизонтом. Якутия встретила меня каким-то совершенно особенным морозом, которого вообще не чувствуешь. Но сегодня вот. потеплело. Да, это я привез его из Севастополя. Совсем недавно прошло 7-летие русской весны, и где в том числе якутское отделение поздравляло сегодня Севастополь с этим юбилеем, где «Ночные волки» тоже вписали свое имя мотоциклами в новейшую историю России. Но раз уж вы начали про русскую весну, вы всем клубом попали под санкции США и Евросоюза за тесную работу с российскими спецслужбами в Крыму. Ой, да, вообще мы террористы. Это страшное дело. Как-то это мешает вашей деятельности? Знаете, когда мне как-то сказали, знаешь ли ты, что лично Обама подписывал санкции, что ты внес там в количестве там 10 человек еще твое имя, я вдруг не поверил. Ну где я, где Обама? Да, и когда меня спросили, как я на это реагирую, знаете, я подумал и сказал, что если обо мне знает сам Обама, тогда я сделаю все, чтобы он обо мне не забывал. Понимаете, и в таком ключе у нас сейчас мы дальше продолжаем свою деятельность. «Ночные волки» здесь иногда закупоривают черные дыры, бреши своими мотоциклами, а не даже собственной грудью, через которую в Россию просачивается тьма. Это происходило тогда в Севастополе, это происходит сейчас на Донбассе. Вот ведь не случайно, что на 7-летие русской весны сзади меня на мотоцикле ехал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Я никогда не сажал никого. Это впервые было так, что кто-то со мной, возглавляя колонну, сзади развивался рейл, над нами флаг России. Это было очень символично. И как было символично в числе присутствие Якутии вот на этом событии. Это лишь говорит о том, что какая все-таки у нас огромная матушка Россия, где все народы живут вместе в какой-то единой симфонии, гармоничной. Поэтому я думал, с чем мне приехать? Что-то мне захотелось такое привезти, какой-то подарок людям, которые придут ко мне встретиться или там познакомиться и так далее. И вот мы там придумали, давайте покажем фильм этот. История путает факты, но двигая правду вперед, включается русский реактор, похожий на русский народ. Там в этом фильме есть все, да, что с нас связано с нашей субкультурой. Там есть наше байк-шоу, там есть мотоциклы, и там есть смыслы, большие смыслы. И летающие мотоциклы в воздухе, делающие сальто. Есть какие спецэффекты, есть какие-то невероятные движущиеся декорации. Есть музыка, специально прописанная для этого фильма. Но самое главное, это есть смысл и посыл, который мы адресуем молодым. Это был скорее эпос, даже может баллада, где есть только ведущий,
который идет сквозь эпоху. Мы даже думаем, что, может быть, и мы заключим договор. С республикой. Да, с республикой. Да, о том, чтобы этот фильм, значит, я передам права на показ, на некоммерческое использование его на показ в школах, как урок истории. Фильм 36 минут, 37 минут идет, и как раз он укладывается в формат урока по последней столетней истории России. Аналогов нет. Абсолютный эксклюзив, рассчитанная даже на массового зрителя. По масштабам, например, нашего большого, сопоставимо с открытием Олимпиады. Так, на всякий случай. Который никто по жизни уже никогда не сделает. Я вам даже больше скажу, что у нас были гости, к нам приезжали европейцы в Севастополе. Есть смелые люди, которые не боятся, сказать, какой-то обструкции там, своих правительств. И едут в Россию, несмотря ни на что. Не только в Севастополь, но и на Донбасс, и везде. И один из них, это был, например, депутат словацкого парламента Питер Марчик. Он, когда приехал на площадку, побывал на площадке байк-шоу Гары Госворта, он в прямом смысле ошалел. Он так, когда увидел все, он доходил с открытым ртом и говорил, как вы это все сделали. А потом даже вы знаете чего? И тут он сказал слово, которое мне поначалу разочаровало. Он сказал, невероятно комплиментарным, он сказал, знаете, вы построили здесь Диснейленд. Я так даже немножко, так, знаешь, сник. А потом какой-то момент подумал, говорит, против русофобии. Диснейленд против русофобии, понимаете? Он так увидел нашу площадку там, на горе Госворта, с этими огромными монументальными декорациями, двигающимися. Мы даже решили назвать его так и оставить такое название в своем обиходе. Диснейленд против русофобии. Называя его словами вот этого депутата словацкого парламента. А все это делалось вот на том самом кураже, о котором вы сказали, о котором меня стреляли до сих пор. И вот мы там перемещаемся с площадки байк-шоу в Севастополе, перемещаемся в ту эпоху, о которой идет речь, и в то время. В том числе, начиная именно от революции до сегодняшних дней, до трагедии 91 года и дальше. Это вы развал страны называете трагедией? Конечно. Это величайшая трагедия. 91 год – это величайшая трагедия, где реально сдвинулись с места континенты, воспылали войны, рухнуло снесенное вот таким ветром государство, которое строили наши деды и которое являлось полюсом мира. Где была одержана величайшая победа. А где вас застал развал Союза? За операционным столом. Вы тогда работали хирургом? Да. Тогда в одночасье стало все ненужным, в том числе и медицина, да и я с своей профессией. Не было понятно вообще, непонятно было, где вверх, где вниз, что хорошо, что плохо. В одночасье все оказалось ненужным, все, на чем строилось, все рухнуло. И ты не знаешь, куда идти. Собственно говоря, в эту эпоху это, наверное, нас сплотило тоже «Ночных волков». Потому что мы там понимали, что надеяться больше не на кого и не на что, только друг на друга. И только в братстве друг с другом можно искать спасение. Вот это было, наверное, то время драматическое, когда безысходка, она была страшной. Потому что не было никакого будущего, не было чего впереди. Была выжженная земля, ощущение, как будто ты живешь реально в фильме «Безумный Макс», вторая часть, которую мы, кстати, очень любили. Это был такой культовым фильмом «Ночных волков». Он даже, знаешь что, он даже немножко напоминает мне историю нашей страны. Там тоже говорится прямо о мире в целом, это не называется конкретики, но там то же самое. Там описывается, когда рухнул мир и все. И люди превратились в зверей. И бегают и ностальгируют под осколком этого мира. Вот так же точно эти осколки остались от государства, которое моментально потеряло свои окраины. И они, как я вам как хирург говорю, они кровоточили, истекали кровью и очень сильно болели, вот эти осколки. И до сих пор еще не находят себе покоя. Вот что бывает, когда ненужные люди в ненужном месте оказываются вдруг у руля, у любого корабля. Мы в очередной раз столкнулись с феноменом под названием Россия. Потому что каждый раз каким-то чудом вот это государство вновь встает из пепла, как птица Феникс.
Это, наверное, и есть феномен этого самого русского реактора, который гудит в сердце русского человека, толкая страну вперед даже в самые темные, черные ее годы. И под словом «русский» понимаю все национальности и народности, которые входят в состав России. Они все русские. И якуты, и чеченцы, и дагестанцы, и весь наш клуб многонациональный, он весь русский. Русский какими прилагательными, да? Русский — это как дух. Это выше, чем национальность. Поэтому мы это слово говорим с особой гордостью. Каждый из нас. А у вас ведь фамилия тюркская тоже, если я не ошибаюсь, тюркские корни. Я себя точно так же называю себя русским. Говорят же, поскреби русского, найдешь на дне татарина. Совершенно верно. Совершенно верно. То же самое. Можно сказать и про якута, и про русского, и про кого хочешь. Настолько все переплетено, настолько все взаимосвязано из этих многих наций и народностей, как это возникает некая симфония. А как вы считаете, чего не хватает теперешнему подрастающему поколению? Все-таки мы люди аналогового века. Самая большая разница. Да, иногда мы все напоминаем ту бабку, которая живет на антресолях и жгет керосин, потому что не доверяет электричеству, да, как у классика. Вот. В этом есть свои плюсы, свои минусы. Но, безусловно, интернет, весь этот виртуальный мир — это оружие врага. И России очень не хватает, нам надо научиться использовать это оружие против этого врага, развернуть его. Пока мы в этом проигрываем, пока мы это не научились делать. Поэтому у нас растет поколение тиктокеров. А нам надо, чтобы это было поколение строителей, мыслителей, мечтателей. Вот нам не хватает вот этого. Идеи какой-то? Безусловно. А Россия не может существовать, она как империя, она не может существовать без идеи. Если у нас не будет какой-то одной большой общей цели, мы не соберем страну. У нас должна быть идея. Вот. Но это очень сложно. И вот сейчас лучшие мыслители в поисках вот этой самой мечты, русской мечты и русской идеи, которая само по себе, конечно, явление метафизическое, таинственное. Его нельзя ее объяснить ни даже людскими родениями, ни даже никакими политическими доктринами. Она таинственная, как сам русский реактор, который гудит в сердце русского человека. Именно поэтому ее сложно формулировать. В прошлом веке это была большая красная идея. Главным смыслом вот этой красной эры советской эпохи являлся фонтан дружбы народов. На ВДНХ который? На ВДНХ. А вы знаете, что автор этого фонтана, идеи, она из Якутии? Вот видите. Видите, все лишь дополняет то, чем только что мы говорили. Да, вот видите. Вот я не знал, сейчас буду знать. Это очень круто, потому как мне кажется, что эта идея найдет свое продолжение в дальнейшем. Замысел был построить Царствие Небесное на земле. Но ее, видите, без Бога. Вы знаете, это очень такой вопрос спорный. С Богом или без Бога. Во всяком случае, победу мы держали именно с Богом. Самый главный смысл от победы был передан в этой беспощадной песне «Священная война». Раз она священна, значит, она уже априори от Бога. И поэтому она не могла быть осуществлена без Бога. Где на стороне каждого красного героя сражался сам Христос. Ее Господь никогда не оставлял Россию. Поэтому там просто пути его неисповедимы. Русский человек — это православный человек обязательно? Он нет. Я бы так сказал, что это все народности, национальности и народности, все вероисповедания, которые признает православная церковь, это все русский человек. Как я сказал. Это и татарин, это и якут, это и чеченец, это и дагестанец, это все национальности, которые населяют нашу многонациональную страну, и где каждый из них обрел мать свою в виде России. И если бы не было бы ее, наверное, никто бы из этих народностей не выплыл бы на волнах истории, давно погиб бы, не было бы просто, не существовало бы вообще априори его. Только в лоне ее, под ее защитой, каждая из этих наций и народностей смогло выжить и сохранить свою идентичность. Вот в этом, наверное, имперская суть России. Вот в мире было 13 империй. Я вам скажу, главное отличие в том, что
Вот все они жили именно исключительно за счет разграбления своих колоний. Все, кроме России. Единственное исключение это Россия, которая никогда этого не делала. Поэтому это другая совершенно суть, другая метафизика в этом. Отсюда 35 тысяч погибших в Якутии на 62 тысячи ополченцев, которые пришли на Великую Отечественную войну. Отсюда 24 героя, потому что она для них мать. И они за свою мать готовы были умирать и убивать, когда над ней нависла угроза. И так практически все народы. Может быть, даже об этом как раз и русский реактор. Вот евразийская идея. Да, она вполне жизнеспособна. Вполне жизнеспособна. Это альтернатива. Знаете, Россия сейчас стала неким ковчегом. То есть русские это не европейцы и не азиаты, а это евразийцы. С этим вы согласны? Русские это и Россия вообще сама себе, это по себе ковчег спасения. У нас даже байк-шоу называлось так, ковчег спасения. Все, кто захочет спастись, все примкнут к этому кораблю, весь мир. И вот там не будет 15 республик, там будет гораздо больше. Но всем, кто захочет спастись, будет дадено место на этом корабле, на этом ковчеге. Вот это, думаю, что в этом есть, может быть, мессианская роль России. Русская дорога, она другая, она не похожа на европейскую. Я там тоже поездил. Но она хуже просто. Ее просто нету местами. Нет, дело не в этом, не в хуже, не в лучше. В ней другая прелесть. Да, там все четко, все ровненько, гладенько, все ты знаешь, где ты остановишься, где ты можешь сесть, и как в каком пакете будет, и как ты, все регламентировано, все расписано досконально. В России не так. Ты когда выезжаешь на мотоцикле, ты не знаешь, где ты остановишься. Ты не знаешь, что будет. В этом есть вся прелесть этой дороги. Мы идем потихоньку к европейскому вот в этом плане, но, слава богу, не такими быстрыми шагами. Я бы не хотел, чтобы мы так быстро шли. Дорога, русская дорога, она другая. Ветрами дорог поздували с нас все эти черепушки, все эту латиницу, понимаете, все это иностранное. Кириллица на наших жилетках. Ничего там на латинице нет. Но смотрите, все равно же само слово байка, оно западное, да, а символика байкерская, она изначально западная, родилось движение на Западе. И мотоцикл у вас ведь наверняка Харлей, нет? Вот вы знаете, есть Харлей тоже. Вот в этом-то, наверное, и феномен есть, и тайна России, что вот она принимает все вот это западное и перемалывает это его здесь какими-то невероятными жерновами, которые существуют у нее. И потом из этого всего она делает свое, которая очень сильно отличается от привнесенного извне. Это удивительным образом перебололо вот все вот это, а ветер русских дорог сдул с нас всех чертей, все эти нашивки с руганью, все эти черепушки с рогами и так далее, превратил нас вот в ночных волков, с которыми вы сейчас беседуете, волков русской весны. В какой момент вы поняли, что вы не байкеры, а русские мотоциклисты? Да, и что вы организуете не мотопробег, а крестный ход? Да нет, и мотопробеги мы тоже эти, как и раньше, это может быть и крестный ход, а может быть мы не только на одни крестные ходы ездим. У нас существуют разные совершенно мотопробеги, разным вещам посвящены. Ну вот был какой-то такой вот переломный момент? Или это вот постепенно ветер сдул как? Настал момент, что либо налево, либо направо. Да и, во-первых, ситуация вокруг извне подтолкнула к этому. Да и вообще, знаете, может быть, общение с людьми, с некоторыми, которые для нас очень важны, тоже сыграло большую роль. Знаете, либо налево, либо направо. Долго нельзя сидеть на двух стульях. Удивительное дело, что первыми, кто больше всего поддержал нас сразу, вот эти смену латиницы на кириллицу, вот уже четкого курса, это были иностранцы, европейцы. Те первыми захотели носить кириллицу. Первыми, чем некоторые растерянные таким вот решением жестким внутри клуба «Ночные волки». То есть они как будто чего-то ждали от вас, да? Всем уже этот глобальный сатанизм уже достал. Все хотят чего-то другого. Люди находятся на перепутье. Знаете, с Европой у нас практически все мосты сожжены. После того, когда, по сути, европейцы объявили о дехристианизации, это сейчас уже свершившийся факт, единственное, что осталось связывать, это флаг победы, который вдруг оказался мостом, соединяющим Россию с Европой. И отсюда, наверное, такое внимание к дорогам победы,
который идет от европейцев. У нас очень много последователей в Австралии, например. Большой сильный клуб. Ну, я уже не говорю там про Сербию или про Республику Сербскую. Это само собой разумеющееся. Видимо, даже что-то происходит, что люди начинают больше и больше искать вот это спасение в чем-то. Понимать, чувствуя, что мир движется к какому-то финалу. Что человечество превращается в миллиардное стадо, гонимое чудовищным пастырем пропасти. Вот. И оно ищет, оно мычит, упирается, похоже на корову. И вот они пытаются, цепляются за что-то. А вот это может быть, вот это и есть, за что... Может зацепиться? Да, может зацепиться. Вот у меня такие ощущения. То есть вот по моим ощущениям вы что-то такое чувствуете, но пока еще не можете выразить. Это не только я не могу выразить, ладно бы я. Я тут не шибко продвинутый. Но это даже не могут выразить великие мыслители сейчас. Они не могут сформулировать это, потому что это очень сложно. А мы лишь, как вообще как волки, можем по-животному это чувствовать. Это сделают, скажем, те, кто масштаб мыслей которых позволит им сформулировать эту идею. Но в любом случае смысл Пятой империи мы видим в символе в виде двуглавого орла, обрамленного колосьями герба СССР. Все лучшее из двух эпох, из белой и красной эры, собрать все вместе. Потому что нам кажется, что это несправедливо. А где 70 лет? А где победа? Кто сдул ее с нашего флага? А где полеты в космос? Где великая индустриализация? И много вопросов. Поэтому мы видим вот двуглавого орла, который обнимает колосья герба СССР. Если уж говорить На языке символов. да, на языке символов. Это не укладывается в эту формулу. Это понятие более шире, более широкое. Когда начали отнимать победу, вот тогда мы запрыгали. До этого момента не было такое. В какой-то момент случилось, что у нас отнимает то, что является, ну, может быть, очень дорогим для всех. Уже и так все отобрали. Россия только все теряла, отдавала. И в какой-то момент предательство закончилось. Вдруг случилось чудо. Вдруг замаячила какая-то справедливость. Мы вернули себе Крым. Шляпу снимают перед президентом за его поступок. Он не дал бросить людей, не дал свершиться тому, чтобы там было, если бы не его помощь. Севастополь превратился бы в один огромный горящий дом профсоюзов, что в Одессе. Откуда до сих пор тянет жареной человечиной. Мне кажется, даже здесь можно ее почувствовать. Особенно 2 мая. Эра бесконечных потерь закончилась. И в очередной раз вдруг замаячила впереди опять перспектива вновь возрождения. Как какой-то росток, пробивающийся сквозь асфальт. Так стало новое государство, новым символом. То есть сделаем Россию великой вновь? Вы про это? Нет, Пятой империей. Вот у нас было 4 до этого империи. А 4-я была, это Великая Красная империя. Была до этого Романовых, до этого еще была империя, выросшая из пробитого сердца монаха Пересвета. На себе была 2-я империя соткана на 7 холмах. Потом была 3-я, потом была 4-я. Золотая Орда ведь еще была? Ну, была, да. Но от князя Владимира до Краснояра. А теперь нам впереди предстоит построить 5-ю империю. Для этого надо, конечно, осуществить рывок вперед. Надо найти идею, которая сплотит всю Россию в один кулак, в монолит. Но вот некоторые евразийцы считают Россию наследницей Золотой Орды. Суть не в этом, не в том, что мы кем там себя считаем, наследницей или Орды. Мы считаем, скорее всего, себя сами наследницей не Орды никакой, а наследницей Византии.
Византийской империи. Собственно говоря, в чем заложено весь смысл противостояния с Западом. Именно вот это наследие, что, знаете, из Византии взяли Богова, а Запад взял Кесарева. Поэтому отсюда они никогда этого не простят. Потому что никогда не будем мы с ними друзьями. И не будем брать, только может будут обманывать нас и пытаться обобрать. Так же, как они когда-то сделали с Византией. Вот. А мы взяли дух из Византии. Поэтому мы наследники именно Византии, Византийской империи, а не, а не Орды. И как по словам старца Филофея, Россия – Третий Рим. Поэтому это вот наш взгляд на таком, кто мы. Нет, просто очень многое все-таки от Золотой Орды досталось. Да, конечно, много что-то осталось. Все-таки, если мы говорим о наследии, то именно наследие вот это, я так вижу Россию. Да, ну я поняла, то есть вы убежденный славянофил и почвенник. Ну, считайте так, может так считать. Ну, как, да, совершенно верно. Мы традиционалисты. Здесь, и нам здесь не пути с этими веяниями новыми, сатанинскими. То есть все-таки православие содержит самодержавие и народность? Знаете, кто-то идеи предлагает разную. Одни предлагают футбол сделать национальной идеей, другие предлагают сделать... Футбол – это английская национальная идея. Ну, я просто повторяю. Другие патриотизм сделать национальной идеей. Третье еще нет. Это нечто большее, более таинственное, более глубокое. И так легко неформулируемое. Вашу деятельность высоко оценивал не раз президент страны Владимир Владимирович Путин. Вы познакомились, когда он еще был премьер-министром. Спустя год, в 2010 году, он принял участие в международном байк-шоу. Как хорошие отношения с властью влияют на жизнь братства? Иногда в плохую сторону влияют. Иногда просто зависть приносит нам, наоборот, проблемы. А как же президентские гранты и остальное финансирование на патриотические мероприятия? Там, говорят, бешеные миллионы. Поменьше читайте вот этих всех и слушайте определенные радиостанции. Уже давно там этих грантов-то нету, а все разговоры про них идут. И потом вы поймите такую вещь, что клуб жил, существовал без всяких грантов. Когда мы начали понимать их в какой-то момент нам начали их давать, это уже на тот момент, может, прошли путь длиной в 20 лет и жили до этого без всяких грантов. А потом, когда нам прекратили их давать, вообще, от слова совсем, продолжаем так же жить. Ну да, но что-то, может быть, делаем хуже. Ну, будет меньше, например, детей приходить на наши новогодние сказки, которые в очереди к нам стоят. Или меньше дней она будет проходить. Но в целом это ни на что не повлияет. Потому что мы будем идти тем путем, который для себя выбрали. Безусловно, мы будем благодарны за поддержку. Но не она является нам мотивами для наших поступков, для наших действий. Если кто-то нашелся более достойный, кому их нужно дать, пусть отдадут. Ну вот вы стали соучредителем движения «Антимайдан», созданного для противодействия массовым несанкционированным акциям оппозиции. Да, стали, но просто мы сами по себе, там не надо было, на самом деле, мы сами по себе самодостаточны. Вот, мы поддержали просто инициативу на тот момент, вот, и присоединились к ней. Но мы как явление самодостаточны. Нам не нужны никак особо какие-то еще дополнительные организации. Вот. Ночной волк слишком яркое явление само по себе. Поэтому, хотя мы любую инициативу, которую в рамках нашего мировоззрения, она всегда будет поддержана нами. Поэтому мы поддержали Антимайдан, побывали там на нем и так далее. Вот я хотела спросить, за что вы так не любите оппозицию и за что уважаете власть? Тут скорее личности играют роли. Тут не надо слово власть по власти же применять. А вот личность играет роль. Как, знаете, как в Советском Союзе в свое время тоже ведь он рухнул именно от того, что там личности не оказалось. Когда теория, видишь, отличается от практики, и это видно невооруженным глазом, то это начало конца. Хорошо, у вас еще было высказывание о цензуре.
Вот когда был скандал с Константином Райкиным, на его мнение о недопустимости цензуры, вы сказали, что отсутствие цензуры превратит страну в сточную канаву. Мы должны охранять свои традиционные ценности, как минимум. Как минимум. Это наш долг. И в этом смысле нужна цензура. Я подтверждаю свои слова. Я не за каждое слово, которое я сказал, готов ответить. И ни одно слово, когда я говорил там, я не жалею ни об одном слове. Я бы их повторил сейчас точно так же. Хорошо, давайте вернемся к клубу. Волки называют себя братством. Какими конкретными качествами должен обладать человек, чтобы попасть в ряды ночных волков? То есть достаточно купить мотоцикл или... Прежде всего, волки должны быть единомышленниками. Это самое главное. А потом уже все остальное прилагается. Волки должны быть прежде всего это единомышленники. Мы должны как минимум смотреть на мир одними глазами. Тогда в этом будет фундамент братства. Если мы не будем это делать, тогда это будет лоскутное одеяло, которое растащит в разные стороны. Ничего мы там не соберем, не создадим вместе. Конечно, мы должны любить дорогу, мы должны быть романтиками, у нас должен быть мотоцикл, это никто не отменяет. Но прежде всего мы должны быть единомышленниками. Тем более в этом современном мире лезет вся чернуха, то есть лезет и в эти ряды. Поэтому это такое основное требование. Ну, я вот так вот почувствовала, что тут вот все-таки хоть и братство, но иерархия прям присутствует. А как без этого? Дисциплина при этом у нас, у нас должна быть. А за что могут исключить из клуба? Говорить такими словами, как категориями, как предательство, я даже говорить не буду, потому что оно само собой разумеющееся. Мы даем клятву, когда вступаем в клуб. Каждый человек подписывает эту клятву, значит, только после этого он является ночным волком. Каждое предложение, он его читает и говорит, проговаривает, осознавая то, что он делает. После этого он ставит свою подпись. То есть практически как вступая в ряды с пионерской организацией, клянусь и обещаю. Да нет, там по-другому, это превратилось в формальность, у нас формальности нет. А текст этой клятвы можно спокойно найти, да, в интернете? Да нет, мы его не публикуем. Для этого надо попасть вначале хотя бы... Хотя бы мотоцикл купить, а потом тебе дадут текст почитать. Как минимум, желать быть рядом. А тогда уже будет какой-то разговор. То есть это все равно как смысла нет говорить о высшей математике или закону квантовой флуктуации, когда ты не знаешь по таблицу умножения. Еще вы говорили, женщинам место не в клубе, а на сидении позади байкера. Но до сих пор так и осталось. У нас, значит, так волчиц нет среди мотоклуба. Все-таки мужская история. Хотя есть дружественные женские клубы. Уже сейчас ночные валькирии, пожалуйста, существуют и нам помогают во многом. То есть все-таки нормально, да? Ну, пожалуйста, мы не можем запрещать женщинам самоорганизовываться и любить мотоциклы. Более того, нам даже нравится, когда они ездят вместе с нами. Но только неофициальными колоннами, конечно. В поездках очень хорошо. Я буду только рад, чем больше будет красивых женщин на мотоцикле, девушек, только буду это приветствовать. Мы сегодня в якутском отделении «Ночных волков» разговаривали с руководителем «Ночных волков» всей России Александром Золдостановым по прозвищу Хирург. И это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. До встречи в эфире.